Вот такая картина у нас происходит после каждого дождя. Глядя на стены и потолок, сразу и не скажешь, что этому детскому саду всего 3 года. Мало того, что выглядит неэстетично, так еще и вот-вот заведется плесень, говорят воспитатели. У нас и в подвал затекает, и плитка отваливается, и у нас вентиляция не работает. То есть проблем очень много. Почему уже через 2 месяца после открытия выявлено столько недочетов? На месте сегодня разбирается уполномоченная по правам человека. Вместе с ней представители инвестиционно-строительного управления, исполкома, Минстроя и РОНО. Оно должно простоять не менее 20 лет, это однозначно. Как выяснилось, застройщик, а это ГК «Грандстрой», на этом объекте по гарантии ремонт делал, но только 1 раз. Да и того хватило лишь до первого дождя. Больше строителей здесь не видели. Как рассказал представитель ГИСУ, теперь и самого подрядчика не найти. По большому счету это гарантийная работа, их должны устранить. Если у них не на сегодняшний день вот этой подрядной организации даже правоприемника ее не существует. Поэтому здесь только единственный выход. Здесь можно много спорить и говорить о том, что здесь течет, там течет. Нужно идти, просить деньги и включать ее в капитальный ремонт. Все. Ответит ли забракованный детский сад подрядчик — вопрос времени. В заседании принимал участие и представитель прокуратуры. Уполномоченная готовит заявление. Руководители, которые, в общем-то, создавали свои фирмы, они должны нести определенную ответственность. Если не денежную, то, по крайней мере, более серьезную. По подсчетам ГИСУ на ремонт этого детского сада уйдет 21 миллион рублей. И откуда искать такие деньги, пока непонятно. Одно известно точно. Подрядчик будет привлечен к ответственности как физическое лицо. Соответствующее заявление сегодня будет составлено и отправлено в прокуратуру. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.